Ассаламу алейкум. Слышно ли меня хорошо? Если слышно, скажите, пожалуйста, я на вот этой дистанции буду говорить. Да, локация поменялась. Я сейчас не в Казахстане, я сейчас в Ташкенте. Сижу в отеле. И кое-чем хотел поделиться. Точнее, это будет продолжение последнего прямого эфира. Вот. Хорошо. Тогда я сейчас отключу комментарии, ладно? Чтобы было легче другим. Всем спасибо. О чем я хочу с вами поговорить, точнее поделиться. Тема такая. Я до сих пор себе копаюсь. И если вы помните, на прошлом прямом эфире я говорил про то, что надо было отказаться от казаха внутри меня, чтобы суметь продолжить работать с казахским народом. Ну так пафосно звучит, но кто знает прошлый эфир, тот знает. Если что, посмотреть тот эфир. Это его продолжение, это одно. Второе, у меня есть семинар про высокую самооценку. Я там говорил про несколько ролей, которые человек играет уже с момента своего рождения в этом мире. Вот. И то, что сейчас я собираюсь говорить, это напрямую связано с этим семинаром. Подробно в этом семинаре я рассказывал, какие роли у человека есть и как они влияют на человека вообще в целом. Какие есть плюсы, какие есть минусы у каждой роли. Как это влияет на наше принятие решения, на наш выбор и на наш нет, главное намерение. Это семинар про намерение. Сегодня я хочу поделиться кое-чем, что для меня лично очень важно. И, скорее всего, это может быть, будет, надеюсь, иншаллах, будет полезным для вас тоже. Дело в том, что на данный момент я в себе копаюсь. Как я и говорил в прошлый раз, уже примерно 17 месяцев, как я начал работу в соцсетях. Работа имеется в виду не просто соцсети, а именно делиться определенным контентом, материалом. И за это время, можно сказать, я перегорел. Перегорел в том плане, что было некое истощение. И это истощение, оно должно было быть. Почему? Потому что оно натолкнуло меня на разного рода размышления. И, соответственно, этот семинар появился. И плюс еще я начал пересматривать свои мотивы, скажем так. Свое намерение начал пересматривать. И пересматриваю до сих пор. И как бульдозер пытаюсь выкопать то, что внутри меня лежит. Получается, я говорю то, что я это пытаюсь, да, на самом деле, конечно, это Аллах Та'аля делает все это. И я вам честно скажу, работа идет колоссально быстро, с большими темпами, очень большой скоростью. Я в жизни так быстро не менялся, если честно сказать вам. Я менялся, конечно, в жизни. Это прекрасно знает, видит моя супруга. Она знает, как я меняюсь, каким я был. Ой, каким я был. Был я очень даже тяжелым человеком. И до сих пор тоже тяжелый человек. Но в те годы, когда мы только соединились, скажем так, я был невыносимо тяжелым человеком. И один Аллах знает, я знаю, и моя, конечно, супруга знает. Она очень сильно многое отдала, чтобы я изменился. За что я ей очень сильно признателен. Вот, что я хочу сказать вам. Я хочу вам сказать следующее. Некое признание будет, но оно будет нужно. Я сейчас про себя скажу, но с целью того, чтобы вас предупредить о тех ошибках, которые я совершил, скажем так, но чтобы вы их не совершали. Окей? Мотивы. Вот есть намерение у человека, да? И эти намерения
точнее, намерение у человека может меняться. Намерение может меняться. Вначале он может заявить то, что он что-то делает ради Аллаха. Ради Создателя, ради Аллаха. Мы все это заявляем. Я тоже заявлял. Аллах резал вышин, то все. Но путь, дорога, реальность, точнее, когда вы действительно начинаете работать, путь вам покажет действительно, какое у вас было намерение в сердце. Путь действительно покажет, что у вас внутри. Грубо говоря, что у вас в сердце, или по-западному, как говорится, что у вас в кишках. И мой путь мне показал, на самом деле ли я поставил намерение ради Создателя. Оказалось, нет. Как я в прошлом эфире говорил, оказывается, я искал не довольство Создателя, а довольство своего народа. Довольство своего народа, его расположение, его уважение в мой адрес за то, что я якобы ему что-то полезное несу. Понимаете? Вот как уродливо это все выглядело, на самом деле, оказывается. И как это выявилось? Выявилось тем, что я просто в какой-то момент очень сильно обиделся и лопнул. И понял то, что казах внутри меня очень сильно обижен на мой народ. За то, что много чего не понимаешь, за то, что он такой упрямый, за то, что ему говори, не говори, он тебя вообще не слышит в упор. Понимаете, я очень сильно, оказывается, обиделся как казах на свой казахский народ. И, работать-то надо, продолжать-то надо. И, как я и говорил, я чуть ли не повторил ошибку Абая Хунанбаева, где он, например, в своих Кара Сөздер описывает минусы казахского народа, и между строк все-таки прослеживается обида на свой народ. Хотя я его понимаю. Я его не осуждаю, я его понимаю. Ай, Аллах. И теперь смотрите. И вывод был такой. Надо отказаться от внутреннего казаха. Почему? Потому что если продолжать быть казахом и работать с казахским народом, это ни к чему хорошему не приведет. Я просто лопну. И просто, как я и говорил, у меня были мысли все это в Инстаграме, все это закрыть, и все. Идите, своей дорогой. Я своей дорогой, своими делами буду заниматься. Мне это не нужно. Но так нельзя. Так нельзя. И вот я вам хочу такую вещь рассказать. Я сейчас в Ташкенте. Мы сюда приехали сегодня утром. Потом Алажаса будет Самарканд, Бухара. Вот эти 3 города хотим посетить с друзьями, одноклассниками. И у нас здесь гиды показывают, что и как. Сегодня, например, про Толеби рассказывали. И Толеби в свое время сделал очень многое для этой местности, для населения этого места. И это видно, это очень сильно видно. Я вижу, точнее, я весь день наблюдал, как себя ведет узбекский народ. Честно скажу, Толеби действительно очень большой. Конечно, он не один. Множество людей работали над этим народом. Я не понижаю, не унижаю других людей. Много людей работали. Я просто одного человека хочу выделить. Не то, что выделить. Мне рассказали именно про Толеби, какой он, скажем так, вклад и труд сделал, какой он был при жизни. И это действительно, таких, как Толеби, было много именно в этой местности. И я просто скажу только про него, ладно? Про него я расскажу. И то, что я увидел в поведении узбекского народа. Как бы сказать, чувство заботы, сопереживания, милосердия, чувство уважения, чувство воспитанности. Узбекский народ этим пропитан. Наверное, кто-то сейчас скажет, я тоже буду сейчас казах и узбек все равно. Нет, я не это собираюсь делать. Просто хочу сказать такую вещь. Когда-то какой-то человек или группа каких-то людей поработали, хорошенько потрудились, и сквозь века, то, над чем они работали, до сих пор приносит плоды. Понимаете? И это не может не заставить задуматься. Это очень сильно заставляет задуматься.
Сейчас скажу про себя. Вот я и говорил, в человеке есть несколько ролей, которые он играет. Вот роль, допустим, роль создания, первая. Роль человека, роль, гендерная роль, мужчина или женщина. Четвертая роль – это национальная роль, допустим, казах, он, узбек или русский, допустим, или китаец. И пятая роль – это родственная роль. Эти 5 ролей человек рождается с ними уже. И каждая роль в себе имеет частичку нафса. Нафс, это знаете, наверное. Нафс – это наша часть, которая хочет грешить, и та, которая заинтересована только в себе самом. То есть наше эго, скажем так. И вот, например, казах во мне хотел бы, чтобы казахский народ вел себя определенным образом, так как я сам вижу субъективно, понимаете? Вот. И если он себя не ведет определенным образом, мы казах, то есть казах во мне, он обижается, понимаете? Я здесь хочу такую вещь сказать. Я не святой, и грехов у меня достаточно, честно. Но здесь я хочу такую вещь выделить. Не только грехи много, но одновременно желание грешить тоже много. Я вам признаюсь. Вот, например, некоторые люди... был последний один такой коммент, то что якобы я собрал людей, которые меня очень сильно хвалят. Я люблю, когда меня хвалят и все такое. Но, честно скажу, я у себя на телеграм-канале, например, неоднократно просил людей не хвалить, такие вещи не делать, потому что это очень, меня наталкивает на, самодовольство, самовлюбленность. Но людям все равно, честно сказать. Людям все равно, сколько говори, не говори. Люди не слушаются. Не то, что не слушаются. В общем, да. Конечно, они благодарны в какой-то степени, но хвалить не надо, потому что в хадисах и говорится, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он говорит, если вы кого-то хвалите, своего мусульманина, допустим, брата, вы ему все равно, чтобы голову отрезали. То есть лишили его головы, потому что, человек раз хвалил, два хвалил, у него же нафс есть, у него шайтан есть, и начинает они работать. Вот ты такой красавчик, все такое. Даже если он полный, извиняюсь, полный мусор, как человек, да, гипноз очень сильно работает, гипноз толпы очень сильно работает. В общем, неважно, люди вот так вот. Я хочу развеять некоторые вещи. Например, был эфир про многоженство, где я говорил то, что испытывает мужчина, который хочет несколько жен. Я объяснил некоторые вещи. И некоторые, может быть, подумали, особенно женщины, то, что у меня нет такого желания. Нет, это не так. Уверяю вас, у меня тоже мужчина во мне. Теперь вот я говорил про казаха во мне, теперь мужчина во мне. Хочет ли он вторую жену? Конечно, хочет. Еще как хочет. Понимаете? Он нереально сильно хочет вторую жену. Честно скажу. Вот это желание, оно бешеное и сильное желание. Понимаете? Чтобы у меня была вторая жена. Это одно. Второе. Было ли такое, что противоположный пол, скажем так, даже после того, зная то, что я женат, уделяли мне какое-то сверхвнимание? Да, было такое. Было ли такое, чтобы люди мне говорили прямо, что хотят быть моей второй женой? Было ли такое? Да, было такое. Понимаете? То есть, я сейчас не хочу сказать то, что я вот капец прохожу через некий такой имтихан, я терплю туда-сюда. Нет, я не это хочу сказать. Я просто хочу сказать такую вещь. Я такой же человек, как и любой другой человек. И желание, чтобы была вторая жена, оно всегда есть. Оно было, есть и будет всю жизнь. Понимаете? Например, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он говорит, в одном хадисе он говорит, во мне есть сила 21 мужчины, в одном хадисе говорит 27 мужчин. Где-то я слышал, но не читал, где-то я слышал, что он, оказывается, сказал, что более 40 мужчин, то есть сила более 40 мужчин в нем есть. Что он имел в виду? Он имел в виду силу, которая желает женщин, понимаете? Я здесь очень одну вещь хочу сказать. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он необычный человек, и такого человека никогда не было и не будет. Никогда не было и не будет. И в чем он силен? Он силен в том, что он смог перерасти свои желания. Он смог перерасти свои желания. Конечно, кто-то скажет, он пророк и все такое. Нет, дело не в этом. Аллах Та'аля говорит четко, он абдуху и расулюху, то есть он сперва раб, а потом он пророк. То есть
Даже если он не был бы пророком, он всегда оставался таким красавчиком. Понимаете? Даже если не было бы у него роли пророчества, он все равно оставался бы самым лучшим человеком за всю историю человечества, который лучше всех поклонялся Аллаху Та'аля. Он все равно, неважно, он был бы пророк, не был бы, все равно. Понимаете? Аллах Та'аля это выделяет, и мы, когда вот читаем эти тахияты, когда вот люди сидят, намаз читают, они говорят «Абдуху и Расулюх». Понимаете? Не Расулюху Абдуху, а Абдуху и Расулюх. То есть в арабском языке вы знаете, какое слово первое стоит, то оно имеет как бы больше значения, и оно важнее. И от него уже второе слово шагает. Понимаете? Вот. Поэтому как раб Создателя, он был намного выше, чем как пророк Создателя. Понимаете? Вот. И что он сделал? Он не как пророк, а как раб. В нем тоже были желания. И он говорит, у каждого человека есть свой шайтан. То есть его темная сторона, его демоны, скажем так. Но мой шайтан мне покорил садит. Это хадис. И у каждого человека это есть. У каждого человека есть. Я знаю, приходят люди на консультацию, годами читают намаз. Но моя эта работа их анализировать. Я вижу то, что у них есть демоны, и они с ними борются. Они с ними борются. И это и мужчины такие же, и женщины такие же. Много таких людей, которые ходят и пытаются побороть свои желания. И это очень похвально. Я очень благодарен этим людям. Понимаете? Они могли бы грешить. Они могли бы там много чего плохого делать. Но они все равно себя сдерживают. И это очень похвально. Понимаете? И это очень храбро. И Аллах Та'аля это любит. Вот. Теперь возвращаясь к себе. Я не святой, у меня грехов достаточно. И более того, вам скажу, вот эти вот желания, чтобы у меня была вторая жена, этого желания у меня выше крыши. Понимаете? Очень много. Это один момент. Хочу ли я быть очень богатым, чтобы все меня уважали, там, как бы сказать, вот я заходил, чтобы все меня ценили, все такое. Да, этого желания тоже есть. Понимаете? Грубо скажу так. Хотел бы я доказать, допустим, тем людям, которые меня когда-то обидели, им прямо вот так прийти и там отомстить. Да, это тоже желание есть. Понимаете? Хотел бы я быть, я не знаю, там, самым восхваляемым человеком во всей истории человечества. Да, это тоже это желание есть. Понимаете? То есть все желания, вот эти вот демоны, они во мне есть. Я вам даже более скажу. Аллах Та'аля настолько милосерден, что Он мне не показывал, Он показал только часть моих демонов мне. Он показал только часть моих демонов. Но этого даже мне хватило. Я послушал свой нафс, послушал своего шайтана. Ого, дедом мен. Ну, честно сказать, ну, это вообще, конечно. Если я послушаюсь, я стану, извиняюсь за выражение, я хочу это слово использовать, я хуже говна стану, честно скажу. Понимаете? Сейчас у меня шаткое положение, я еще хуже стану. И у них такие прям наполеонские планы, то есть мой нафс много чего хочет. Вот. И с этим надо жить как-то. С этим надо жить. И вот каждая роль, которую я играю, да, допустим, по жизни, через каждую роль меня цепляет. Вот, например, казах во мне, он обижается. Почему? Потому что он хочет быть великим казахом среди всех казахов. Он хочет, чтобы его слушались весь казахский народ. Но нет, так не будет. Я обычный казах среди казахов. Но мое эго говорит, нет, ты должен быть великий, все такое. Мужчина во мне, он говорит, вот, ты должен быть самым красивым, там, самая красивая женщина твоя. Он даже не понимает, что я даже не Брэд Питт, но все равно говорит, нет. Понимаете? И что хочу сказать. Если я послушаю этого мужчины внутри меня, он из меня сделает полную сволочь. Я 4 женами не ограничусь вообще. Понимаете? Я найду способ, а я хадис, я себя знаю, я найду способ. Я не раз видел таких мужчин, которые могли вытаскивать самые такие редко попадающиеся хадисы, которые разрешают раз за разом жениться и разводиться, жениться. То есть, если человек реально захочет, он может с помощью религию так интерпретировать, что может оправдать свои все похождения. Понимаете? Я не раз видел такие кейсы. Я по сравнению с этими мужчинами, я еще в десятки раз лучше могу оправдать любой свой грех, если честно сказать. Понимаете? Я просто себя знаю. Я могу любой свой минус оправдать. На это Аллах шкур, не то, чтобы Аллах шкур, ну, вообще есть мозги, скажем так. И есть нереально колоссальное упрямство, которое по-любому я докажу, что я прав.
Даже если меня не примут, по крайней мере, я сам перед собой докажу то, что я прав в том, что я взял 4 жены и хочу еще больше. Понимаете? Вот. И человек такое существо, что если он что-то действительно захочет, его навс сильно захочет, он по-любому это оправдает. По-любому это оправдает. Понимаете? Правда это верно, справедливо, несправедливо, это другой вопрос. Но если человек действительно захочет грешить, еще и это оправдать, он это всегда сможет. Понимаете? Вот человек такое вот существо. Я такой. Понимаете? Вот. И к чему я это все говорю? У меня есть много желаний, много демонов. И Аллах Та'аля вот по своей милости показал только часть моих демонов. Если бы он другую часть показал, которую я не вижу, моя психика не выдержала бы. Я бы в сильную депрессию ушел бы. Он знает, насколько я выдержу. Он знает то, что я не со всеми своими демонами встречи. То есть, если меня, допустим, представьте, вот как есть энное количество демонов во мне, да, допустим, вот мой навс, да, его энное количество сила. Он мне показал только маленькую часть. Если он весь мой навс показал бы, я бы в депрессию ушел бы. Быть может, даже и суицид сделал бы. Потому что я, глядя на реальный размер своего навса, я бы на себе крест поставил бы. Я бы сказал, бесим, вообще адам бумайсин. Вообще бесполезно. Просто бесполезно. Поэтому Аллах Та'аля, зная мою тонкую, хрупкую, слабую психику, не всех моих демонов показывает. И одновременно, скажем так, раз за разом мне намекает и даже прямо говорит: не старайся всех своих демонов увидеть. Не старайся много на себя взять. Если ты начнешь всех своих демонов выкапывать, то есть имеется в виду, как бы сказать, не прислушиваться к истине, а возомнив то, что вот я то могу, и это смогу, там, со второй и с третьей женой смогу справиться, то все могу справиться. Он мне таких демонов моих сможет показать, что я вообще на себе крест поставлю. Понимаете? И большинство людей, Аллах Та'аля по милости своей не показывает их темные стороны, чтобы они сами в себе не разочаровались, сами в депрессию не ушли. И я не исключение. Понимаете? Аллах Та'аля мне подыгрывает. И может быть со стороны казаться то, что я вот своих демонов терплю, держу. Нет, это не так. Просто Аллах Та'аля мне показал только ту часть моих демонов, которую я могу более-менее сдерживать. И то шатковалка там. Понимаете? Один Аллах знает, что со мной происходит в личной жизни. Я знаю, и моя супруга знает. Если бы я бы дал бы ей разрешение рассказать, что со мной вообще в личной жизни происходит, она бы много чего могла бы рассказать. Понимаете? Она очень много вытерпела, скажем так, даже, я бы сказал, выстрадала. Понимаете? Чтобы во мне были изменения в лучшую сторону. Я не говорю, что... То есть, как сказать... Я не хочу ее слишком восхвалить, но то, что она сделала, она действительно сделала очень большие вещи. За что я ей очень сильно благодарен. Вот. Теперь, к чему я все это говорю? Вот я есть, да, допустим, вот я табиат, мои демоны есть огромное количество моих желаний, потайных, секретных желаний. Я мог бы их удовлетворить, начать удовлетворять. И, конечно же, много чего переломал бы в своей жизни. И себя бы загубил бы тоже, наверное. Понимаете? Но есть второй путь. Чуть-чуть, какую-то часть своих желаний удовлетворить. И дальше как бы остановиться. Так тоже можно. Допустим, взять 2-3 жены, допустим, и остановиться. Так тоже можно. Ну, раз религия разрешает, почему бы нет, допустим, да? Но есть другая вещь. Например, Тулеби что сделал? Тулеби работал над тем, чтобы... Я так выражаюсь, как будто Моровец. Нет, Астафирулла, я его уважаю. Просто как бы... Тулеби Бабамс, что он сделал? Он работал над тем, чтобы в Средней Азии появлялись великие люди. Великие батыры, великие мыслители. И он многих обучил. Очень многих обучил. И оказывается, был какой-то момент, когда
мы сильно проигрывали Джунгаром, и он, оказывается, вышел и очень сильно помолился, чтобы Аллах Тааля дал нашему народу батыров. И действительно, оказывается, после этой молитвы очень много рождалось мальчиков, оказывается. В казахском народе очень много мальчиков рождалось. И эти именно мальчики, оказывается, были тем поколением, которые в 13 лет могли уже идти на войну. Представляете? Ребенок, 13-летний ребенок уже был воином. То есть это сверхлюди, скажем так, о которых я ранее говорил. И вот Тулеби, он помолился, и понимаете, да, масштаб, какая личность это? Он помолился, и Аллах Тааля тут же исполнил, не то что исполнил, даровал ему и всему народу, за которым он молился, даровал. Понимаете? И эти люди как раз таки и оттеснили джунгаров. Понимаете? И что здесь хочу сказать? Думаете, у Тулеби не было своих собственных желаний? Да нет, конечно. Он же не ангел, он же тоже человек. Он же тоже человек. Он мог бы сказать: идите сами, я своей жизнью буду жить. В свое довольство. Но он что сделал? Он все свои желания скомкал, и он понимал, эта жизнь, она всего лишь один раз дается. Кто-то интерпретирует, раз один раз далось, давай грешить до конца, там все равно на том свете не сможем погрешить, потому что в ад пойдем. Все. Я это много слышал. Но есть и другая интерпретация этой фразы. Жизнь действительно дается один раз. Да, это разрешено. Можно потратить свою жизнь на удовлетворение своих желаний, своих личных желаний. Взять 4 жены и все такое. Можно это сделать. Но религия разрешает. Там проблем нет. Как бы там что ни говорили, допустим, да? Но религия это разрешает. Понимаете? Это разрешено. Это разрешено Создателем. И никто здесь не поспорит с этим. Понимаете? Но, что я хочу сказать? Я хочу сказать следующее. Можно удовлетворять свои желания, но у вас не будет сил совершать такие дела, которые совершал Тулеби. Понимаете? Мужчина, который возьмет, 2, 3, 4 жены, его семя, то есть не то, что семя имеется в виду, не физическое семя, а вот умение оставить какой-то след в этом мире, это будет потрачено на жен и на детей. Понимаете? То есть его желание, удовлетворение своих желаний, оно же имеет свою цену, понимаете? И удовлетворяя свои желания, человек может очень сильно уйти в бытовуху, в семейные представьте, 4 жены, это сколько? Это реально надо постоянно 24 часа надо быть занятым, чтобы урегулировать. У меня 3 дочки есть. И я между ними уже, им старше 7, второй 5,5, третий 4 годика. Я знаю, как отец, как тяжело регулировать между 3 дочками, 3 девочками регулировать вопросы. Они капец прям друг друга сравнивают. Я не знаю, был момент такой, они начали говорить: я не хочу это одевать, потому что у нее там такое платье. Мы начали, один был период, мы одинаковую одежду купили, чтобы не было там вопросов. А они начали говорить наоборот, из-за того, что у меня похоже на нее, я не буду одеть. А теперь пойми ребенка, пойми девочку, да, вот 1,5 годика уже говорит, что хочет, что не хочет. Еще конкретно, я просто знаю, у нас в семье прям дочки садятся, и конкретно это судебный процесс идет. Там прям по пунктам. Ты вот это не сделал, Аке, ты вот это не сделал, Аке, ты вот это не сделал, Аке, ты вот это не сделал. Конкретно спрос идет. И это кому-то может смешно, реально там не смешно, там мы сидим прям вот так вот, они мне прям предъявляют, понимаете, вот так. Ты ей вот столько сделал, а мне вот столько сделал. Почему? Объясни, аргументируй. И сидишь вот так вот, деп. Да, конечно, я мог бы, например, наругать, кой джапаузен, да, допустим. Но из-за этого так можно сломать их чувство вот этой вот справедливости. У моих дочерей очень сильно развито чувство справедливости. Они прямо так докапываются, понимаете? И такие же упрямые, как их отец. Прям нереально упрямые, понимаете? И попробуй их остановить. И это маленькие 3 девочки.
А попробуй 3 женщины или 4 женщины. Ага, попробуй. Не хватит просто, мозгов не хватит. Ни сил, ни нервов, ничего не хватит. И вот представьте, вот мужчина решил удовлетворить свои личные желания. Да, это разрешено. Но он всю жизнь у него уйдет на урегулирование просто даже обычных кухонных разговоров между 4 женами. Он, конечно, там попытается заткнуть одну, там кого-то, может быть, побить, там кого-то там манипулировать, там то все, но все равно. Он просто голову не сможет поднять и по сторонам посмотреть. И я вижу мужчин, которые, скажем так, 20 лет примерно, ну, они, конечно, в 20 лет советуются, там, что делать, как делать. И ты им говоришь, там, вот так. Они все равно поступают по-своему. Я ничего не говорю, я не осуждаю, я сам такой, я был такой, есть такой. И где-то к 30 годам, все равно они делают по-своему, то все, к 30 годам они возвращаются. Они поняли уже ошибку, то все, и заплатили ту цену, которую человек платит, когда все равно идет по своей, скажем так, упрямой линии, когда гнет свою упрямую линию. Такой человек просто понимает тогда, когда ему жизнь сама по башке даст. Советы на такой человек не работают. Есть такие люди, я сам такой. На меня советы не работают. Все, что я вам говорю, это я башкой проламливал. То есть, точнее, жизнь мне по башке вот так отдавала, на тебе, короче. Я же, типа, думаю, я самый умный, там, а то все, короче. Типа, книжек начитался, ага. Жизнь мне так бьет, я потом думаю, И вот большинство мужчин, которых я знаю, по крайней мере, которых я встречал, которые поступают по-своему, там, на поводу своих желаний идут, они кубкетят, то есть они, скажем так, 20 с лишним лет уходят за своими желаниями, потом успокаиваются где-то 30 годам, чуть выше 30 лет, они обратно возвращаются, они, скажем так, умнеют от опыта своего личного. Но они возвращаются, грубо говоря, волевыми импотентами. Они возвращаются уже кастрированными, понимаете? Почему? Потому что за это время они очень много согрешили, очень много дров наломали, очень много ошибок сделали и практически полностью потеряли веру в себя. Они действительно встретились со своими демонами и поняли то, что они, оказывается, полное чудовище, и не надо было давать волю своим демонам. И в итоге, получается, к 30 годам они возвращаются. Да, они могут там, когда позовешь их, там, не знаю, там, какой-то благотворительности, к чему-то, да, они как бы помогают, там, участвуют, но воля их уже сломлена, к сожалению. Я много видел таких парней, которые из-за своей бурной, скажем так, молодости к 30 годам возвращаются, и вот этот парень, который 20 лет рвать мог, я не знаю, там, любое дело мог порвать, да, допустим, к 30 годам приходит такой, весь такой растоптанный, понимаете, своими же грехами растоптанный, к сожалению. И когда ты ему говоришь, давай, братан, вот это сделаем, то сделаем, такой проект, это такой проект, его на эти проекты не хватает. Он задавлен своими грехами, он задавлен тем, что пошел на поводу своих желаний, то все. Он задавлен, и он не может, понимаете? И среди девушек тоже такие есть, которые не слушались, пошли там по своей там дороге, по башке получили, приходят и такие, скажем так, очень даже растоптанные, понимаете? Очень даже растоптанные. А в свое время они могли бы очень большие проекты делать. Но получилось так, как получилось. Что здесь хочу сказать? У человека всегда есть выбор. Одно из двух сделать. Или же удовлетворять свои желания, или же все-таки их остановить и подумать о больших проектах. И вот Толеби Бабамс, что он сделал? Он подумал о больших проектах. И таких, как он, было очень много в Центральной Азии. И в итоге получилось следующее. Один человек или группа каких-то людей когда-то не дали волю своим желаниям, а теперь тысячи, сотни тысяч и миллионы людей хорошо живут. Понимаете? В том же Узбекистане очень хорошо живут. Понимаете? Реально хорошо живут. Вот их, они же как бы потомки этих великих людей. И вот эти потомки, зато у них много желаний удовлетворяются очень даже хорошим способом. Я посмотрел на Ташкент. Действительно очень сильно развитый город. Да, кто-то может сказать, там, Казахстан не хуже, то все. Я не об этом.
Я сейчас не о том, что между Казахстаном... Я просто... я не люблю политику, вы это знаете. Я просто другое хочу. Я хочу именно акцентировать ваше внимание на том, что какое наследие люди оставили в свое время. А что они сделали? Они свои личные желания поставили на второй план. И начали думать в первую очередь о желаниях и потребностях своего народа. Понимаете? И тех людей, среди которых они живут. И поэтому Бог им дал очень много. Тысячи людей, которые здесь, будучи в Ташкенте или в Центральной Азии, у которых получается много чего сделать, их дела, Аллах-Жаса, будут написаны в тетради тех людей, тех их предков, которые когда-то сдержали свои личные желания. Понимаете? Вот что я хочу сказать. И вот здесь вот я такую вещь хочу сказать. Почему я так говорю? Дело в том, что есть два типа систем. Есть западный тип системы, есть восточный тип системы. Западный тип системы, вот представьте, вот два примера приведу. Вот у вас есть, допустим, возможность строить дома из кирпичей, а есть возможность строить дома из камней. Камни разной формы, а кирпичи одинаковые. Вот западная модель – это строить дом из кирпичей, когда все кирпичи одинаковые. Понимаете? И один кирпич можно заменить другим кирпичом. Что это значит? Западная система, она человек рассматривает как винтик в общей системе. И на Западе система важнее, чем винтики. Понимаете? Поэтому на Западе очень сильно смотрят на закон, на главенство закона. У нас восточная модель совсем другая. Мы строим не кирпичами, мы строим камнями. Мы смотрим на камень, он разного фигуры, формы. И смотрим, этот камень куда лучше подойдет, к какому месту, и туда и вставляем. Как Абай Атамыз говорит, кетігін тап та бар қалан. То есть мы именно вставляем, если камень пятигранный, допустим, мы не вставляем в пространство где-то шестигранное. Нет, мы именно в пятигранное пространство вставляем. Вот это восточная модель. То есть, иными словами, мы не законы усиливаем, мы делаем людей носителями законов. Мы людей выращиваем. И если на Западе законы усиливают, и человек просто винтик, у нас, наоборот, здесь люди важные. То есть мы смотрим на личность. Вы посмотрите, например, как мы выбираем бизнес-партнера в восточных странах. Мы на человека смотрим. А на Западе не так, не на человека смотрят. Не на личные отношения, не на его там мораль и все такое. Они смотрят, насколько он слушается закона. Понимаете? А мы смотрим, насколько человек сам является носителем этого закона. Понимаете? Это две разные моменты. Например, западная модель – это Макдональдс. Понимаете? Где все четко. Там. Даже студент из года в год работает, да, винтики просто приходят машинально, все, что там все прописано, все прописано, даже, например, прописано, не знаю, процент жира, который должен быть в мыле, которым надо руки мыть в Макдональдсе. То есть все прописано. И человек просто приходит машинально это все повторять, и все. А у нас модель, восточная модель, это не Макдональдс. Мы не бизнес-процесс усиливаем, мы людей усиливаем. У нас это ресторан. Понимаете? В ресторане, если сильный повар, ресторан будет классным. Если плохой повар, весь ресторан будет плохим. То есть у нас очень сильно зависит, наша система очень сильно зависит от людей, не от законов. Понимаете? А западные системы, они очень сильно зависят от законов, а не от людей. Понимаете? И поэтому западные, например, бизнесы можно легко продавать. Там систему строишь и продаешь. Восточные бизнесы практически тяжело и невозможно продавать. Почему? Потому что этот бизнес построен чисто на харизме одного человека. И он не может этот бизнес продать, потому что все на его личных отношениях. А вы не можете личные отношения продавать. Понимаете? Вот. Поэтому к чему я это говорю? К тому, что Толеби Бабамыз и другие люди, что они делали? Они встраивали вот эти вот законы мироздания в людей. Поэтому у нас люди выходят как носители культуры, носители морали, носители кодекса, носители религии, понимаете? То есть у нас выходят великие люди. А там строятся сильные системы. Понимаете? И почему так происходит? Потому что восточная модель, вы не можете в человека встроить высокие вещи, высокие ценности, если вы сами не являетесь носителем высоких ценностей. Например, я вам так скажу, вот представьте, вот я перед вами сижу такой, то все рассказываю.
и вдруг вот так вот плюю. Все, что я вам рассказал, один харчок, один плевок резко все перекроет. Понимаете? Резко мало кто из вас на это глаза закроет. Большинство скажет: не деген тәрбиесі, что такое? Он красивые вещи говорит, а сам сидит, харкается. Понимаете? Мы такие, мы реально такие. И казахи, вот мы вот такие. Если мы видим какой-то изъян в человеке, да, это все перекрывает в наших глазах. Понимаете? Поэтому мы очень сильно идеализируем людей. Ну и чуть-чуть он ошибся, все его сразу там унижаем, короче, все там, Адам и место, все, короче. Для нас очень важно, чтобы человек был носителем того, что он сам говорит. Понимаете? Это очень сильно важно. Понимаете? И вот совет тем, кто, кстати, пытается построить вокруг себя ореол некой святости. В восточных странах это опасно. Строить ореол святости, потом в итоге вот эта святость все равно будет разрушена. Рано или поздно люди увидят вашу личную жизнь, там, ошибки, то все. И люди что скажут? Айта верят. То есть он, скажем, грубо говоря, балабол. То есть говорил то, а в итоге получился, она оказывается, он такой. Понимаете? Много же таких разоблачений у нас. Вот. Поэтому у нас, вот Толеби, да, Бабамс, почему получилось такие, чтобы великие люди выходили? Потому что он был сам носителем таких высоких вещей. Понимаете? Он не смог бы это сделать, если сам не жил бы тем, что он говорит. Понимаете? Западная модель, она выращивает преподавателей, которые подают информацию удобным для ученика. А у нас система восточная, она не система преподавателей. У нас система наставников, которая наставляет, ставит на правильный путь. Понимаете? Будучи сам на правильном пути, он ставит людей на правильный путь. Поэтому западная модель – это про преподавателей. Восточная модель – это про наставников. Понимаете? Это две разные модели. Совсем разные модели. Я не хочу здесь приводить примеры, сами посидите, поанализировать, какие у нас школы в Казахстане. Западные модели работают, кто в восточной модели работает. Западные модели школы работают именно те, у которых система важна, а учитель это второстепенно. А в восточной модели это те школы, где учитель важен. Все остальное второстепенно. Понимаете? Вот, поэтому это вот так вот. И что хочу сказать. Будучи в Казахстане, вы живете внутри восточной системы, восточной культуры. И здесь возможно будет построить сильные масштабные проекты только, если вы сами будете носителем этих высоких ценностей, на основе которых вы хотели бы построить те или иные проекты. Иначе невозможно. Иначе просто невозможно. Понимаете? Например, на Западе, вот я в Америке учился, в Корее учился. Профессор, может он умные вещи говорить, но на перемене попросить у вас сигарету. Или в субботу-воскресенье идти в даунтаун, то есть даунтаун имеется в виду центр города, и с вами хорошенько попить пивасика. И это нормально. Я это не раз видел. Когда профессор со своим студентом нормально там до утра хорошенько зажигает. И на Западе на это нормально смотрят. И на следующий день ученик от этого не борзеет, потому что на Западе закон важнее. А у нас, если профессор или учитель 100 грамм выпьет со своим учеником, все, этот ученик уже того вообще не уважает. Понимаете? Одна из причин, почему в 90-е годы, например, трудовиков не уважали. Потому что они видели то, что трудовики время от времени ведут себя как обычные пацаны. 100 грамм, то все. И, соответственно, трудовиков не уважали. Понимаете? Поэтому, еще раз повторяю, хочу такую вещь сказать. Несколько вещей, тезисно. Резюмирую. Во мне тоже есть много демонов и желаний, которые хотят вырваться. Я не святой. Я не собираюсь строить ореол некой святости. Нет во мне греха очень много. И еще больше желаний грешить. Это очень много. Но надо уметь от этого отказываться. И перерастать это. Иначе невозможно строить системы восточного типа, будучи в Центральной Азии. Понимаете? Это невозможно. Если я сам не буду носителем высоких ценностей, я не смогу построить здесь систему. Но если я хочу все-таки жить своими внутренними какими-то желаниями,
не будучи носителем западных, так сказать, высоких ценностей, то я должен поехать на Запад. Вот на Западе я смогу построить систему. Я могу быть полной сволочью, но систему построю. А здесь у нас, будучи сволочью, систему невозможно построить. Понимаете? И это посыл для всех родителей, воспитателей, учителей. У вас не пойдет, и вы эффективным никогда не сможете быть, если вы сами не являетесь носителями тех ценностей, которые вы хотели бы взращивать в своих детях или же учениках. И вы не сможете в Центральной Азии строить великие проекты, если вы не сможете перерасти свои личные желания. Этот прямой эфир не для всех. Этот прямой эфир для тех, кто хотел бы строить проекты. Те, кто хочет личной своей жизнью жить и удовлетворять свои желания в рамках дозволенного, да, вот в рамках, скажем так, шариата и все такое, хотя мы, конечно, светское государство, такие люди не смогут построить проект, я вам сразу скажу. Да, вы будете среднестатистическим мусульманином, там, верующим человеком, у вас будет намаз, то все. Никто вас за это не осудит, я не осуждаю таких людей. Если хотите, живите своей личной жизнью. Пусть у вас будет 4 жены, это нормально, и это разрешено, и это даже похвально, понимаете? Кто-то за счет этого зайдет в рай. То есть есть же 3 категории. Вот, оставь полезные знания, оставь полезную инфраструктуру, то есть, не знаю, там, мечеть построй, там, не знаю, там, школу построй, больницу или же колодец вырой. И 3 есть: оставь после себя воспитанное поколение. Вот, если вы хотите удовлетворять свои желания, вы можете, вот 3 вариант это для вас. Вы оставите хорошего, там, воспитанного ребенка, то есть, который потом будет ходатайствовать Аллах после вас, после вашей смерти, и ваша как бы, тетрадь с правой стороны будет закрыта. Но если вы хотите большие проекты делать, то вам надо оставить или полезную инфраструктуру, стать бизнесменом, или же оставить полезные знания, строить какие-то проекты, быть мыслителем. Понимаете? Но вот эти вот 2 категории, ну, вот эта 2 категория еще более-менее, но категория, которая хочет быть мыслителем, вы просто не можете, к сожалению, я не знаю, как это еще объяснить, вы не можете быть одновременно с 4 женами и быть великим мыслителем. Это просто невозможно. Ваши силы уйдут на этих 4 жен. Понимаете? А большие проекты требуют сверхколоссальных, масштабных вложений. Понимаете? Вы просто должны из кожи вон вылезти, чтобы проекты эти осуществить. И Толеби это в свое время делал. Ну, потом почитайте, я сейчас ничего буду пересказывать. Понимаете? Он через многое прошел, чтобы воспитать таких детей, которые в 13 лет потом джунгарам показали, кто есть кто. Понимаете? Вот. Как-то так. Поэтому, пожалуйста, подумайте об этом хорошо. Именно этот посыл для тех, кто хотел бы как бы участвовать или же строить большие проекты. Вы должны быть носителем великих, больших, высоких ценностей. Только так вы сможете передавать эти ценности. И второе, вы должны отказаться от своих желаний. От большинства своих желаний. От большинства своих желаний. Хотя в религии разрешено все это. Но проекты это не потерпят. Большие проекты, масштабные проекты это не потерпят. Понимаете? Психология западная, что она говорит? Если мужчина хочет женщину, дайте ему женщину. Пусть он успокоится. Но это же временная вещь. А ислам говорит, нет. Ты сам откажись от желания желать женщину. Понимаете? И это очень тяжело. Как мужчина, вам честно скажу, вот мужчина во мне, нет, он хочет 2, 3, 4, понимаете? Еще больше хочет. Понимаете? Вот, поэтому как-то так. Не знаю, смог ли я это донести, то, что хотел. Ну, в общем, как, если что-то не так пошло, не так объяснил, прошу прощения, извиняюсь. Вот. Этот эфир был для тех, кто хочет строить большие проекты. Будьте носителями высоких ценностей. Иначе не пойдет. И откажитесь от большинства своих желаний. Иначе не пойдет. Просто не пойдет. Но если вы хотите все-таки удовлетворить свои желания и не совсем соответствовать тому образу, который вы пропагандируете или же пытаетесь другим передать, то
то есть образ высоких ценностей, то начните удовлетворять свои личные желания, так как вы хотите, в рамках дозволенного. Но о больших проектах не думайте. Вас просто на них не хватит. Просто не хватит. Вот и все. Одно из двух. Или так, или так. Или проекты, или удовлетворенная такая классная, супер бурная личная жизнь. Или сдержанная личная жизнь, но великий проект. Понимаете? Вот. Вот что я хотел сказать. Не знаю. Надеюсь, было полезно. Сол, Алла Жаса, я этот эфир сохраню и потом переведу в аудиоформат и выложу в телеграм-канал. Сол. Вот такие вот дела. На вопросы, к сожалению, ответить не смогу. Здесь 5 вопросов кто-то задал. Я не смогу. Ладно. Всем рахмет, всем салам алейкум. Берегите себя. И, пожалуйста, хоть хотя бы один раз помолитесь за меня, пожалуйста, чтобы я не проиграл своим желаниям. Окей? Чтобы Аллах не дал мне проиграть моим желаниям. Спасибо вам. Рахмет. Аллах разы болсын. Салам алейкум.